Доброй ночи. Это телеканал АТР. Продолжаем работу в прямом эфире. Вторник, 22:20 на часах. Значит, время программы «Атлас». В нашей рубрике «Мининджа» веду этот «Атлас», как обычно, я, Юрий Мацарский. Напомню, это программа про самые интересные, про самые важные мировые события. Обычно стараюсь отбирать те события, которые не фигурируют в новостях нашего канала и других украинских телеканалов. Пытаемся как-то шире взглянуть на вещи, стараюсь рассказать о том, что мои коллеги в стране обычно не замечают. Но сегодня первая тема – это та, которая была в фокусе всех мировых каналов, была в фокусе и украинских каналов тоже, украинские СМИ также внимательно за ней следили. Тема – это чудовищный теракт в минувшую пятницу в египетском Синае. Напомню, теракт развивался следующим образом. Во время пятничной молитвы рядом с мечетью и, судя по всему, внутри нее были взорваны несколько бомб. Часть этих бомб были спрятаны в автомобилях, припаркованных у мечети. Люди бежали оттуда после того, как взрывы раздались. Уже там было большое количество людей погибших, раненых. Как говорят очевидцы, весь пол мечети был залит кровью. Так вот, выбегавшие люди наткнулись на автоматчиков, которые расстреляли эту окровавленную толпу. И более того, по некоторым данным, после того, как уже на место прибыли медики и начали отвозить раненых, развозить по больницам, этих медиков на шоссе по дороге к больнице встретили другие автоматчики и тоже открыли огонь. Мечеть эта очень большая, в ней было несколько тысяч человек. По последним данным, по тем данным, которыми мы располагаем на это время, на нынешний час, 305 человек погибших, 305 погибло в ходе этого теракта, около 800 ранены, причем степень тяжести ранений самая разная. Не исключено, врачи, которые следят за состоянием раненых, говорят, что с большой долей вероятности число погибших будет расти. Некоторые из раненых получили ранения, несовместимые с жизнью. Вот они находятся, что называется, между жизнью и смертью. Никто, ни одна из организаций террористических не взяла на себя ответственность за это чудовищное нападение. Это крупнейший теракт в Египте, несмотря на то, что там постоянно происходят те или иные теракты. Более того, на Синае прекрасно себя чувствуют самые разные джихадистские группировки. И тем не менее, этот теракт оказался самым кровавым. Его даже уже окрестили «Черной пятницей», потому что действительно для Египта это ужасно трагическая история, да и для всего мира. Так вот, никто из джихадистских группировок не взял на себя ответственности, но по некоторым данным, по каким-то таким косвенным данным, о которых говорят очевидцы, за этим терактом могла стоять группировка под названием «Исламское государство». Правда, пока все эти свидетельства, такие, скажем так, косвенные, каких-то таких прямых доказательств нет. По крайней мере, пока нет. Вот, в частности, к свидетельствам относится тот факт, что якобы у нападавших, у тех людей, которые обстреливали мечеть, в руках или на автомобилях были закреплены флаги, черные флаги, такие же, какие используют джихадисты из Исламского государства. Однако, такого рода флаги используются и самыми разными другими группировками по всему миру, от Российского Кавказа и от Синая до Пакистана и до Филиппин. Например, у некоторых ветвей Аль-Каиды точно такая же символика. Вот этот самый черный флаг, знаменитый, с шахадой в середине. Вот не только Исламское государство использует его, так называемое. Кроме того, не исключено, что одна из группировок, а на Синае сейчас действует порядка 10 джихадистских группировок, могла таким образом подставить своих конкурентов. Есть самые разные догадки по поводу того, что же послужило, собственно, причиной для нападения. Сначала говорилось о том, что мечеть, на которую было совершено нападение, суфийская, то есть люди, которые ходят в нее, люди, которые приходят туда на молитву, люди, которые построили ее, исповедуют суфизм, такое более мистическое течение ислама, которое джихадисты, в том числе Исламское государство, считают еретическим. И, собственно, именно поэтому напали на тех, кого они считают еретиками. На самом деле, судя по всему, история немножко в другом. Дело в том, что на Синае, основа населения Синая – это бедуинские племена. Их там около 30, 26, если быть точнее. И ряд этих племен находятся в альянсе с Каиром, с центральной властью в Египте. И
вот не просто находятся в альянсе, они получают какие-то преференции, деньги. Например, им разрешают забирать часть доходов от добытого на Синае газа или от транзита газа, который идет из Египта в Израиль. Есть такой бизнес там тоже. Так вот, эти люди, эти бедуины, которые вступили в альянс с Каиром, они получают от него не только деньги, но и оружие в обмен на то, что будут воевать с вот этими самыми джихадистскими группировками, с этими партизанами, с которыми Каир ничего не может сделать. Собственно, взрыв в мечети, эта мечеть находится на территории одного из тех бедуинских племен, которое вступило еще в 2012 году в альянс с Каиром, вступила в союз, пообещала помогать Каиру в борьбе с исламским государством и с самыми разными другими джихадистскими группировками, которых, напомню, около десятка там сейчас на Синае присутствует. Исламское государство просто самое крупное из них, Вилаят Синай. Мы не так давно, я об этом рассказывал в нашей программе. Кстати, уже было заявлено этими бедуинскими племенами, что они найдут и накажут виновных. Кроме того, найти и наказать виновных пообещали официальные власти Египта также. Так что будем наблюдать за развитием событий. Не исключаю, что до конца недели какая-нибудь из группировок все-таки возьмет на себя ответственность за теракт или появятся неопровержимые доказательства причастности той или иной группировки к этому кровавейшему теракту. А мы переходим к следующей теме. Предыдущий. Вот не успели еще даже раненых развести, фигурально выражаясь, после взрыва мечети на Синае, как 41 государство суннитского исламского мира договорилось о создании новой антитеррористической организации. Назвали его очень громко и пафосно, назвали ее, эту организацию, Исламская военная антитеррористическая коалиция. Напомню, повторю еще раз, 41 государство туда вошло, включая, кстати, например, и Катар, который сейчас считается таким изгоем в арабском мире. Замечу еще интересный момент. Представители Катара не пригласили на финальную конференцию, на которой, собственно, было объявлено о том, что вот теперь это создается новая коалиция, хотя формально Катар тоже входит в число этой 41 страны. Возглавил новую организацию, на удивление, не араб. Почему-то решили выбрать, хотя за всей этой коалицией стоит Саудовская Аравия, решили выбрать человека из другой части мусульманского мира, выбрали генерала из Пакистана. У Пакистана не очень простые отношения сейчас внутри самой страны между суннитским большинством и шиитским меньшинством. Так что назначение этого генерала, его зовут Рахиль Шариф, уже, скажем так, всколыхнуло общественность там внутри, в Пакистане. От 6 до 20% населения Пакистана, по разным данным, это шииты. Остальная часть почти поголовно сунниты. Не очень хорошо складываются у них друг с другом отношения. Например, в 80-е годы было даже несколько попыток восстаний шиитских в разных регионах Пакистана, в подавлении одного из которых в 1988 году вместе с правительственной армией принимал, например, Усама бен Ладен и его товарищи. Вот они тогда шиитов победили. Так вот, шииты Пакистана уже заявили, что назначение генерала – это, судя по всему, выпад пакистанского генерала, выпад в сторону шиитского мира, потому что коалиция, в общем, особо и не скрывает, что они, с одной стороны, конечно, будут бороться с терроризмом, но с другой стороны, они знают, что главным врагом является Иран. Напомню, Саудовская Аравия стоит за созданием этой самой коалиции. Более того, не кто-нибудь, а кронпринц, наследный принц, я много раз о нем уже рассказывал, Мохаммед бин Салман, вот этот вот парень, достаточно молодой человек, он еще, мало того, что наследный принц, он еще и глава военного оборонного ведомства Саудовской Аравии. Он, кстати, аятоллу, действующего иранского главу государства, на уходящей неделе сравнил с Гитлером. Он, собственно, так и сказал, что это ближневосточный Гитлер, с которым нужно что-то делать. Напомнил неудачный опыт Европы с замирением Гитлера, то есть вот с тем самым Мюнхенским сговором, когда Гитлеру европейскому на растерзание была отдана Чехословакия, но он на этом не остановился и пошел дальше. Напомнил, что замирение не работает с Гитлерами и, в общем, призвал объединяться в борьбе против Ирана. Так что понятно, что эта коалиция, скорее всего, будет такой
выраженной антииранской, антишиитской даже, скорее всего. Именно поэтому шииты в Пакистане и взволновались. Замечу, что там они действительно являются официально таким неполноценным меньшинством, несмотря на то, что во главе Пакистана стояли и шииты тоже. Например, представители знаменитой фамилии Бхутто, прошу прощения, они выходцы как раз из шиитской общины Пакистана. Более того, шиитом был и основатель государства. Но вот все равно время распорядилось таким образом, что большинство, суннитское большинство, теперь так косо поглядывает на шиитское меньшинство и даже в Конституции закрепило свое превосходство над всеми остальными. Чем будет заниматься новая коалиция, узнаем уже очень скоро, по той простой причине, что Мухаммад бин Салман уже пообещал, как он выразился, смести терроризм с лица земли, причем сделать это в самое скорейшее время. А сейчас у них идут какие-то согласовательные договоры, какие-то идут переговоры между странами, которые вошли в эту коалицию. Возможно, они проявят себя в самое ближайшее время где-нибудь на Ближнем Востоке. Скорее всего, это будет Йемен или, возможно, Ирак или Сирия. Наблюдаем за происходящим. Переходим к следующей теме. Я уже рассказывал не так давно о том, с какой опасностью сталкиваются носороги на этой планете. Их уничтожают, причем уничтожают, как он сообщает, в каких-то невероятных количествах. Убивают их ради рога, этого самого рога, который используется в первую очередь в изготовлении лекарств на Дальнем Востоке, в Китае, Вьетнаме, в ряде других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И это охота на носорогов представляет настоящую угрозу для этих животных. Их становится все меньше и меньше. Например, белых носорогов вот по-настоящему дикой природе не осталось вообще. Несколько особей, которые живут под постоянной вооруженной охраной. Можете себе представить, что это за жизнь такая у диких животных. Так вот, выяснилось, что есть некая организация, некие добродетели, которые научились делать подпольные рога носорогов и вот выпускать их на рынок для того, чтобы меньше охотились на животных. Эта организация выпускает эти рога носорога, печатая их на 3D-принтере. Вот они умудрились это сделать, причем, как утверждают, не отличить от настоящих. Распечатанный на 3D-принтере рог не отличить от настоящих. Этот 3D-принтер вытягивает такие волосяные нитки из белка кератина, а потом скручивает их вот в точную копию рога носорога. Более того, даже вот анализ химический, что настоящего рога, что рога искусственного, никаких отличий не показывает. Эти ребята, эти добровольцы, которые придумали такую историю, утверждают, что они смогли так наводнить рынок поддельными рогами носорога, что цены на них постепенно обваливаются, на эти самые рога. Более того, все реже и реже, по их же утверждениям, охотятся браконьеры на этих прекрасных редких животных. Так это или не так, это, в общем, проверить достаточно сложно. Носороги живут в Африке, в большинстве своем, в Азии почти перевелись они. Что они там делают, действительно ли их теперь стали меньше добывать, проверить очень сложно. Но вот эти самые ребята, которые печатают 3D рога носорожья, представили очень интересную статистику. Выяснилось, что они годами следят за этим рынком. Он почти весь подпольный, почти весь черный, почти повсюду запрещена торговля рогами носорожьими. Так вот, они выяснили, что на самом деле далеко не все те рога, которые добываются, в том числе и с убитых носорогов, идут для приготовления лекарств, как весь мир предполагал. Так они выяснили, что примерно 75% всех добытых рогов, они на самом деле складируются и копятся. Это такое вложение средств. Чем меньше становится носорогов в мире, тем дороже становится этот самый рог. И многие богатые люди в Азии предпочитают вкладывать средства не в золото, не в акции, не в какие-нибудь новомодные биткоины, а в этот самый носорожий рог, который не по дням, а по часам действительно дорожает в мире, где носорогов становится все меньше и меньше. Я вот надеюсь, что эти зеленые, эти веселые ребята-экологи, которые научились печатать искусственные рога, все-таки смогут переломить эту тенденцию, наводнят весь этот черный рынок бесконечным числом подделок, которых не отличишь от настоящих. И вся эта волна убийств носорогов наконец-то после столетий сойдет на нет. Мы к следующей теме переходим.
еще один мой постоянный герой, еще один любимец, президент, уже можно сказать, вот уже совсем теперь можно сказать, экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе. Вот он на фотографии, 93 года, напомню ему, в результате военного переворота он был отстранен от власти. Долго длилась эта эпопея, я о ней подробно рассказывал в предыдущих программах. Закончилось все тем, что он добровольно ушел в отставку, правда, после того, как неделю жил в доме, окруженном военными. В общем, стоит, наверное, позавидовать Роберту Мугабе, и я думаю, и очень многие люди ему завидуют, и Виктор Федорович Янукович, и Хосни Мубарак, и масса всяких других президентов, которые были отстранены от власти в результате переворотов. Напомню, Мубарак оказался в тюрьме, сейчас он с очень плохим состоянием здоровья находится дома под контролем врачей постоянным. Виктор Федорович Янукович сбежал в любимую им Россию, утащил туда огромное количество денег, а Роберт Мугабе, несмотря на то, что был смещен с поста, переехал жить в свою загородную резиденцию. Более того, по правда неподтвержденным данным, но в те данные, которые явно хочется верить всем действующим и бывшим тиранам, он получил 10 миллионов долларов единовременной выплаты, такой золотой парашют зимбабвийский, и будет еще получать президентскую зарплату, которую сам себе назначил в свое время, 150 тысяч долларов в месяц. Ну вот сложно сказать, так это или не так, будет он эти получать деньги или не будет. Но даже если не будет, даже если он не получил эти 10 миллионов, даже если он не будет получать эту зарплату в 150 тысяч, у него денег столько, что ему хватит, несмотря на то, что ему уже 93 года, и правнукам его. Там вся элита зимбабвийская, все дети этой элиты, все дети приближенных Роберта Мугабе, они буквально купаются в золоте. Они позируют со всем чем угодно. Вот с кроссовками, в которых золотые пряжки. Они позируют с какими-то безумными внезапно пистолетами, украшениями, часами, которые стоят по 100 тысяч долларов, в компании с голливудскими звездами, самыми разными рэперами. Я уже молчу про автомобили. Это вот все зимбабвийская золотая молодежь. Напомню, Зимбабве – это страна не просто третьего мира, а страна, в которой была самая невероятная инфляция. Там купюры выходили в 100 триллионов долларов, на которых ничего нельзя было купить. В момент, когда Зимбабве отказалась от этой своей валюты в пользу американского доллара, в казне, в бюджете страны осталось меньше 300 долларов. И вот все вот те ребята, которые рядом с Мугабе пребывают, они себе и своим детям вот позволяют, вот смотрите, копию Бэтмобиля сделал сын одного из приближенных к Мугабе или, собственно, даже, наверное, сын самого его. То есть это те люди, у которых есть все в стране, в которой нет ничего. И на закуску еще одна очень веселая история про Роберта Мугабе. Новое правительство, которое отправило его в отставку, заставило его переехать из столицы в загородную резиденцию, в его дворец, будем так говорить, пошло еще ему навстречу. Он там хотел несколько лет назад сделать свой день рождения государственным праздником. У него почему-то это не получилось, может быть, руки не дошли в заботах о государстве и народе. А вот те, кто его сместили, военная хунта или народное правительство, по-разному можно говорить. Вот у них руки дошли. И они назначили действительно государственный праздник, сделали государственный праздник. 21 февраля, в день рождения Роберта Мугабе, теперь замечательный праздник, День молодежи Зимбабве. Я напомню, 93 года Роберту Мугабе, и в его день рождения теперь будут праздновать День молодежи. Такие дела. К следующей теме переходим. Ну и дальше идем по особам королевской голубой крови. Еще одна новость, про которую все вспомнили, все СМИ рассказали, во всех новостях показали, но мимо которой пройти не можем. Принц Гарри, один из наследников престола, он, если быть точным, 5-й в очереди, ну то есть, скорее всего, никогда он не дождется короны, ну все может быть, мало ли, может все поотказываются, и он займет это место. Так вот, принц Гарри, он младший сын, напомню, принцессы Дианы и наследного принца Чарльза, который все ждет и ждет и ждет, когда же мама ему уступит корону и скипетр. Так вот, принц Гарри, оказывается, собирается жениться. Он представил на этой неделе публике свою невесту. Как выяснилось, они встречаются достаточно давно. Семья в курсе. Королева
действующая королева, бабушка принца, выбор внука одобрила. Все страшно рады. В следующем году уже собираются отмечать свадьбу. Уже, значит, назначено место, время, дата. Уже молодые поняли, где будут жить и как будут жить. Кстати, он же не на какой-то простолюдинке женится. Он нашел себе актрису, голливудскую актрису Меган Маркл. Вот она на фото. Она снималась в самых разных фильмах, она снималась в нескольких сериалах. Самая знаменитая роль ее – это роль в сериале «Форс-мажоры». Одну из главных ролей она там сыграла. И вот в сентябре прошлого года они встретились через общих знакомых, начали встречаться. Вот дело дошло до свадьбы. Интересный момент, на который обратили внимание, наверное, все в этом мире. Во-первых, она избранница Гарри, избранница принца. Она мулатка, она на одну половину чернокожая. Очень, кстати, красивая, очень симпатичная девушка. Второй момент, на который обратили внимание наверняка в королевской семье, потому что уже при жизни действующей королевы был с этим скандал. Итак, эта девушка, она американка, и она была прежде замужем. То есть это разведенная американка. Это вот такая вот история, которая была в 1936 году в царствовании дяди действующей королевы Эдуард VIII, он был вынужден отречься от престола из-за любви к разведенной американке, к американке, которая прежде была замужем, миссис Симпсон. Вот эта пара на фотографии. Тогда это был мировой скандал, тогда не простили ему его увлечение американкой его родственники, его заставили отречься от престола в пользу отца действующей королевы. И он действительно променял корону, он променял титул властелина крупнейшей на тот момент империи мира, Британской империи, над которой тогда действительно не заходило солнце, обменял на тихую семейную жизнь со своей миссис Симпсон, причем еще и не всегда им умудрялись, им не всегда разрешали им появляться на глаза перед родственниками, перед его же братом, перед его же мамой. Вот такая вот история приключилась в 1936 году. Напомню, уже тогда была, пускай еще и юной барышней, девочкой королевы, но она уже тогда была жива, и она уже тогда, в общем, была членом королевской семьи. И как поменялось все за продолжительность жизни одного лишь человека. Тогда это был гигантский скандал. Теперь представитель королевской семьи волен жениться, встречаться с кем угодно. Хоть с разведенной, хоть с мулаткой, хоть с кем. К счастью, уже никому никакого дела до этого нет. Все-таки личная жизнь должна оставаться личной жизнью, а жизнь общественная – общественной. Хочет принц жениться на девушке, бывшей замужем, пускай, сколько угодно. Это не дело королевы, не дело его отца, не дело кого-либо еще во дворце. Так что пожелаем молодым счастья. Слежу за тем, как будет развиваться дальше их отношения. Это не первое увлечение принца Гарри. Может быть, все еще не дойдет до свадьбы. Хотя будем надеяться на лучшее. Будем надеяться, что молодые действительно нашли уже себя. Кстати, она 3 года старше избранница принца. Ну, зато красивая. К следующей теме переходим. Вот тот регион, за которым стоит следить постоянно, потому что новости, которые оттуда приходят, не похожи на новости откуда-либо еще. Мы можем себе представить примерно, что происходит в Европе, что происходит в той или иной части в Азии, в Индии или в Китае или во Вьетнаме. Или мы можем себе представить примерно, что происходит в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Ближнем Востоке и даже Африке, вон там. Про Мугабе все знают. Но что творится в Австралии, ну, правда, вот для нас это вообще совершенно темный лес. Пойди разгляди, что там творится. А там на самом деле происходит удивительное совершенно событие. Там вот не так давно, буквально несколько дней назад, с помпой торжественно захоронили древнейшие останки австралийского аборигена. Называется этот человек так и называется, человек из Мунго. Мунго – это озеро в одном из австралийских штатов. И там в 70-е годы проводились раскопки учеными, и в ходе этих раскопок было извлечено из грунта несколько человеческих скелетов, несколько человеческих останков. Тогда эти останки действительно перевернули представление ученых о том, когда и как заселялся австралийский континент. Выяснилось, что австралийские аборигены на несколько тысяч лет старше, чем представляла наука. Анализ этих костей, этих останков показал, что вот человеку, которого вот перезахоронили несколько дней назад, 40 тысяч лет. Считалось, что несколько тысяч лет младше населения Австралии, коренное население Австралии.
И вот его с тех самых пор, с 70-х годов, останки этого человека из Мунга держали в одном из музеев. И все это время добивались аборигены захоронения этих останков. Требовали они этого, исходя из своих представлений о справедливости. Они утверждали, что человек, их предок одного из тех племен, которые, судя по всему, существуют до сих пор, живет рядом с племенем Мунга, по традициям аборигенов обязательно должен быть похоронен в земле своих предков. Он не может храниться ни в каком музее, он не может находиться где-то за пределами территории, на которой проживает его племя. Вот 40 лет почти люди добивались перезахоронения, права похоронить того, кого они считают своим предком. Несколько лет назад они уже смогли убедить перезахоронить даму из Мунга, вот были останки найдены тоже, и смогли действительно убедить власти, чтобы эти останки им выдали и похоронили их. Сейчас они вот этого самого знаменитого действительно на весь мир аборигена из Австралии, самого древнего из известных, тоже смогли при помощи постоянного давления на правительство, при помощи постоянных переговоров забрать себе и с помпой торжественно похоронить, вернее, перезахоронить там, где он когда-то жил, там, где когда-то жили предки нынешних австралийцев. Сами, кстати, сами австралийские аборигены говорят о том, что они, конечно, с одной стороны, очень довольны тем, что их предков им разрешают хоронить по их традициям и на их земле, но говорят, что все еще не так гладко в отношениях с белыми пришельцами, которые теперь составляют большую часть населения Австралии, которые почти полностью представлены теперь в парламенте и в правительстве, мало очень представительства аборигенов в органах власти. И вот эти аборигены, конечно, еще не до конца довольны, хотят, чтобы с ними больше считались на их родной земле. Там действительно очень много проблем было, даже уже в совсем недавнем прошлом. Их снимали с земель и забирали у родителей детей для того, чтобы воспитывать в белых семьях. Много раз приходилось правительству извиняться. Но вот пока видно, что все-таки люди настроены на позитивный диалог. Люди разных рас, разных национальностей все-таки готовы разговаривать с друг другом, готовы решать как-то проблемы все вместе. Это, кстати, хороший урок всей остальной планете. Ну и, в общем, надеюсь, что и дальше все будет хорошо, и дальше аборигены, действительно удивительные жители, ни на кого они больше на свете не похожи, действительно будут жить так, как они хотели, так, как они хотят, по каким-то своим правилам, по каким-то своим представлениям о том, как им нужно жить на своей же, замечу, земле. Следующая тема в эфире. Вот я говорил о том, что мы можем, наверное, себе примерно представить, что происходит в Азии, но я так обобщил, потому что, примерно мы можем себе представить, а детально, даже представить себе такое невозможно, если честно, то не очень не хочется. О чем я сейчас говорю? Говорю о приговоре, вынесенном на этой неделе в Бангладеше, наверное, одной из самых густонаселенных стран Азии. В Бангладеш на этой неделе местный суд приговорил 139 солдат к смертной казни. 139 солдат приговорены к смертной казни за участие в беспорядках в 2009 году. Тогда в этих беспорядках погибло 74 человека. Это невероятно большая цифра, 74 человека, причем 57 из этих погибших были офицерами бойцов. Это развивалось бунт тогда, в 2009 году, в одной из воинских частей. Он вспыхнул после того, как солдаты смогли захватить оружейные склады одной из парамилитаристских, таких ополченческих групп в Бангладеш. Там такие тоже существуют по-прежнему. У них там не очень все спокойно. Они не так давно, в исторической перспективе, получили независимость от Пакистана, с которым была война. У них не все в порядке в отношениях с ближайшими соседями, так что там существуют такие ополченческие группы. Так вот, солдаты захватили там оружие в одном из складов, подняли мятеж. К нему присоединились, кстати, несколько еще и других воинских частей. Мятеж был многодневным, его подавили другие армейские части. Вот я повторюсь еще раз, 74 человека тогда погибли, в основном офицеры тех самых солдат, которые подняли мятеж. Уже в 2013 году 152 солдата были приговорены к казни как раз за это же.
Более того, ООН обратила внимание на этот суд. В Организации Объединенных Наций указали на то, что этот суд представляет собой все возможные нарушения, которые только можно показать в процессе. Говорили о том, что все права подсудимых нарушаются, а им не дают встречаться с адвокатами, им не дают отвечать на вопросы, перебивают их. То есть все то, что все процессуальные нарушения, которые можно себе представить, на этом суде были допущены. Плюс ко всему, один из подсудимых, он умер, не дождавшись суда. Говорят правозащитники о том, что, судя по всему, причиной смерти солдата стало бесчеловечное условие содержания в одной из тюрем, в которых поместили, несколько сотен солдат помещены были по итогам этого самого бунта, были помещены по тюрьмам, в основном в столице Бангладеш, в Даке они находились. Еще несколько человек стали инвалидами, как говорят, из-за того, что над ними действительно издевались в этих самых тюрьмах, надсмотрщики, охранники, или из них пытались выбить показания. В общем, совершенно невероятная история. Почти 150 человек приговорены судом к смертной казни. И самое интересное во всей этой истории – это причина этого самого бунта, которая обернулась безумным количеством смертей, разрушений, искалеченных судеб. Несколько лет военнослужащие в Бангладеш требовали от своего командования, чтобы с ними обращались более человечно. Они писали петиции, они обращались во всевозможные политические партии, политические движения, пытались достучаться до правительства Бангладеш, до руководства Министерства обороны. Но ничего у них не получалось. Никто не обращал внимания на жалобы простых солдат. С ними не считались в принципе, на них смотрели почти как на рабов. В итоге в какой-то момент солдаты не выдержали, захватили оружие и устроили этот кровавейший в истории Бангладеша бунт. В общем, всем, наверное, наука, что если долго доводить людей, особенно людей, умеющих обращаться с оружием, ничего хорошего из этого не выйдет. Все это обернется против тех, кто этих несчастных людей доводит. Сейчас переходим к следующей, одной из последних уже тем сегодняшнего выпуска. В Японии произошло знаковое событие. Суд в Осаке, это один из крупнейших городов Японии, посчитал необходимым лишить лицензии всех тех мастеров татуировок, у кого нет высшего медицинского образования. На самом деле это такое прецедентное решение. Судьи посчитали, долго они этот вопрос разбирая, но посчитали, что нанесение татуировки – это очень сложный и болезненный процесс, при исполнении которого человек, не умеющий, не знающий навыков медицинских, может нанести вред здоровью тому, кого он татуирует. И теперь постановили, что только врачи могут заниматься нанесением татуировок. В Японии же, напомню, татуировка – это, в общем, культовая история, культовое явление. Якудза, японские мафиози, они отличают себя, принадлежность одной банды к другой или другой банде при помощи татуировок. Эти японские знаменитые картинки с самураями, зеркальными карпами и тому подобное, они копируются во всем мире. Это японская школа татуировки является одной из самых основных, вообще одной из самых передовых в мире. Копируется всеми, кто только можно. На любом конце света есть мастера, которые наносят татуировки в японском стиле. И теперь, оказывается, они должны быть запрещены. В Японии вообще очень сложное отношение к людям с татуировками. Признаком действительно банд, признаком якудза, признаком мафии татуировки стали не так давно. Произошло это в 50-е или 60-е годы прошлого века. То есть каких-нибудь 60 или 70 лет назад. Совсем недавно. Но тем не менее, они так прочно теперь в японском обществе ассоциируются именно с бандитами, именно с мафиози, что в очень многие присутственные места запрещен вход людям с татуировками. Действительно, в спортивных залах, например, и в бассейнах висит предупреждение, что люди с татуировками будут выгоняться. Их не пустят туда. Кстати, в знаменитых в японских купальнях, в горячих источниках, туда тоже запрещен людям вход с татуировками. Это такое представление о татуированном человеке, прошу прощения, о татуированных людях, как о бандитах, оно очень распространено. И в связи с этим, кстати, эти самые японские татуировщики, которые теперь либо должны будут сложить свои иглы и прочие инструменты или уйти в подполье, напоминают, что в Токио в 2020 году будут проводиться
Олимпийские игры, летние Олимпийские игры. И напоминаю, что очень многие из атлетов, они татуированные люди, у них самые разные татуировки. Самые распространенные, кстати, это 5 олимпийских колец. А выступать они должны в тех самых бассейнах и спортивных залах, куда запрещен вход людям с татуировками. Так что, в общем, японскому правительству стоит подумать, как быть дальше. А я замечу, кстати, что похожий запрет действует уже достаточно давно в Южной Корее. Там тоже уже давно запретили людям без высшего медицинского образования заниматься нанесением татуировок. И там произошло то, что, в общем, как я уже сказал, и должно произойти в Японии. Вся эта субкультура ушла в подполье. Теперь все вот эти вот татуировщики работают под вывеской какой-нибудь мастерской по массажу или по боди-арту и подпольно занимаются нанесением татуировок. Так что, в общем, судя по всему, японских мастеров тоже ждет такая же история. К следующей теме переходим. Последняя история сегодняшнего выпуска. Недалеко от Японии, в Северной Корее. Сейчас будем рассказывать, что произошло. Вернее, то, что вокруг Северной Кореи происходит. Там не так давно, в феврале прошлого года, не в Северной Корее, ну, рядом с ней, погиб, был убит, судя по всему, один из некогда высших чиновников Ким Чен Нам. Он брат нынешнего действующего главы Ким Чен Ына. Кстати, короткий сюжет о том, что это за человек, и расскажем, что же произошло-то с ним. Ким Чен Нам, внук основателя КНДР Ким Ир Сена, сын и брат двух других правителей Северной Кореи, соответственно Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, как его называли уже при жизни, очень не взлюбил мать своего внука, актрису Сон Хэ Рим, а заодно и маленького Нама. Чтобы не злить главу семьи и государства, Ким Чен Нама фактически скрывали от людей. Он не ходил в школу и почти не показывался в компании своего отца Ким Чен Ира, которому еще только предстояло унаследовать власть. Позже нелюбимого внука Ким Ир Сена спрятали от деда в частной школе в Швейцарии. Вернулся на родину он только после смерти деда и прихода к власти отца. Несколько лет Ким Чен Нам считался наследником Ким Ир Сена, был введен в высшие эшелоны власти и сопровождал отца в официальных поездках. Все изменилось после того, как Ким Чен Нам с женой и сыном попался при попытке въехать в Японию по поддельному паспорту в 2001 году. Нам предъявил пограничникам паспорт Доминиканской республики, в котором он был вписан под китайским именем Пан Сюн – «Жирный медведь». Японские власти отправили Ким Чен Нама в Китай, откуда на родину он уже не вернулся. В немногочисленных интервью он рассказывал, что использование поддельных паспортов других стран – распространенная среди северокорейских элит практика. Он даже заявил, что фальшивый паспорт использовал и его отец. После этого отношения Ким Чен Ира со старшим сыном испортились, а наследником был назначен младший Ким Чен Ын. Вот этот вот Нам, я напомню, в феврале этого года он погиб после того, как две женщины подбежали к нему в аэропорту города Куала-Лумпур и провели салфеткой, какой-то вот бумажкой ему по лицу. Сейчас грязное белье Ким Чен Нама исследовали и выяснили, что на этой салфетке, на этом платке было нанесено запрещенной международной конвенцией о химическом оружии вещество под названием VX. Это вещество нервно-паралитического действия. И, как я уже говорил, оно запрещено международной конвенцией. И, судя по всему, применяют его те, кто плюет на все эти международные конвенции. То есть, как считают следователи, след ведет на родину Ким Чен Нама, в Северную Корею, судя по всему, к его брату Ким Чен Ыну. Следим за развитием событий. На этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До следующего вторника. Спокойной ночи.